именно основания Абаканского острога, даты присоединения Хакасии, юга Красноярского края к России. Вот. Есть разные мнения на этот счет. Тут, в принципе, уже анализировалось это. Мне все-таки кажется, что что-то входит в состав чего-то, когда это как-то оформляется. Поэтому вот следующая дата можно рассмотреть не 1707 год, а на 20 лет попозже. Это вот есть у нас юридические документы о вхождении Хакасии в состав России, Буринский трактат к Кяхтинскому мирному договору. Мы опять возвращаемся к Кяхтинскому договору, поскольку это договор важный и основополагающий. Да, мы говорили уже о Кяхтинском договоре, потому что это все-таки делимитация границы, дорогие друзья, когда две великие страны, Российская империя, Китайская империя, или как ее даже в России называли, Дайцинская империя, они устанавливают одну из самых протяженных сухопутных морских границ. Ой, сухопутных границ, конечно, да, по рекам. Главным образом он шел по реке Амур, по другим и по горным хребтам. Он определял российско-китайскую границу, одна из самых протяженных и одна из самых мирных, да? Вот самая протяженная граница и мирная, это какая? Вот США, Канада теперь, да, вот, Андрей, какие там опыты есть? И США, Мексика. США, Мексика. Вот. Ну, США, Канада действительно мирная граница, а вот США, Мексика-то она не особо такая. Ну, вы имеете в виду миграцию? Нет, Техас, Луизиана. Ну да, дорогие друзья, контуры, какие-то границы России и Китая приобретает именно вот как раз в 1727 году. Причем Буринский трактат почему-то часто называют именно Кяхтинскому договору. Тут я не знаю, тут надо разбираться в датах по новому стилю, по старому стилю, потому что вообще-то Буринский трактат был заключен в августе 1727 года. Таким образом, Буринский трактат раньше, чем Октябрьский Кяхтинский договор. Он определил российско-китайскую границу от перевала Шабин-Дабага, это западные Саяны, до реки Аргунь. И вот эта граница прошла по хребтам водораздельным, западно-саянскому хребту, и Хакасско-Минусинский край наш был закреплен за Россией. И вот как обычно считается, Тува была закреплена за Китаем, и таким образом вот Хакассия попала в состав Российской Федерации уже на юридическом уровне. Китай признал, что это владение России. Здесь есть тоже много проблем, в том числе, знаете, какая, по нашей вот такой близкой соседке, по Туве. Есть мнение, что случайно Туву забыли, и Россия и Китай забыли основную часть Тувы, приняв за западные Саяны хребет Тануалла. В общем, есть там такой большой юридический казус. Возможно, это помогло в последующем Туве как бы сохранять свой такой необычный статус. Там получилась, в общем, ситуация какая? Да-да. Русские считали, что Тува относится к Китаю, а Китай считал, что Тува относится к России. И поэтому все, в общем-то, как бы не предъявляли на нее никаких... Долгое время им удавалось такой статус сохранять, но вот 100 лет назад Тува вот была уже, благодаря признанию России владения Китаем, Тува была частью Китайской империи. Уже на перевалах начинались пограничные посты, туда можно было уйти как бы за кордон. Это, еще раз повторю, еще одна дата, которая, я считаю, основная, мое личное мнение, по поводу делимитации границы и по поводу вхождения Хакассии в состав Российской империи. Ну, то есть это вхождение де юре. Но видите как, если мы говорим, что мы признаем юридический факт, то фактически-то ведь, видимо, еще дальше, вот, Андрей, подвигается время присоединения Хакассии. Почему? Видите, я все-таки считаю, что, ну, раз уж вроде как вошли, уже заводы начали строить, да, и уже начали уже как бы остроги ставить, какая-то жизнь начала налаживаться. Война закончилась. Так и не закончилось ничего. Албан-то продолжает джунгары собирать. Ведь существует Джунгария, чьи интересы, конечно, Россия с Китаем как бы не учла, но джунгары входят на территорию Хакассии и до вот того места, где мы сидим, до Абакана, она собирает усиленно дань, то есть вся южная Хакассия, то есть нынешний Аскийский, Таштыбский, Бейский, Алтайский районы, они продолжают оставаться в составе Джунгарии, причем собирают дань не усиленно, совершенно спокойно, из года в год, и это продолжается еще 30 лет после разбежевания границы с Китаем. Ну, видите, здесь я-то как полагаю, крымские ханы ничего, вон, вплоть до присоединения Крыма к России. Собирают, что-то пытались получить. На Москву ухаживали, но это же не значит, что не существовало независимого московского царства, да, или там даже Российской империи. Конечно, зависит от точки зрения. Пока что мы обрисовываем 3 даты, да, то есть одна дата это 1703 год, уход киргизов и вхождение русских в котловину, начало освоения, да, скажем так, котловины русскими. 27 год это денонсация границ, да, то есть это вот юридическое закрепление Хакассии за Российской империей.
И у нас остается третья дата. А вот сейчас мы, видимо, побеседуем оставшееся время о третьей дате, то есть о дате уже окончательного, фактического и бесповоротного вхождения Хакасской Минусинской котловины. Как это бесповоротного, даже вот Андрей, вот, ну, в конце концов, я хочу сказать о 57-м годе, потому что мы его знаем как год крушения Джунгари, давнего оппонента и России, и Китая. Весь ее внешнеполитический курс, основной вектор, был направлен на противодействие маньчжурской угрозе. Маньчжуры владели Китаем, то есть на маньчжуро-китайской угрозе мы это назовем. Они мешали продвижению, они препятствовали их вторжению в Монголию. Фактически это что произошло? Произошло разделение геополитических сфер влияния между Китаем и Российской империей, да, и началась зачистка, я так понимаю, этих территорий. Китай, во всяком случае, в этом деле пальму первенства держал очень активно. Буквально несколько штрихов. В самом Джунгарском ханстве происходили постоянные междоусобицы, и один из владетельных князей Джунгарии, его звали Амур-Сана. Он деятель, некоторые считают, национально-освободительного движения в Монголии и в Джунгарии. Он боролся за сильную Джунгарию, но одновременно он боролся и с ханской властью. Он, знаете, что сделал? Он сбежал в Пекин и воодушевил китайцев на борьбу со своим собственным народом. Он привел огромную китайскую армию в Джунгарию. Это, конечно, красивый, совершенно, может быть, даже исторический факт, но я уже не думаю, что китайцы бы двинули армию вослед вот этому, скажем так, человеку, боровшемуся за свободу Джунгарии. Я думаю, что это был всего лишь навсего один из поводов. Помните вот эти смутные времена, когда все эти самозванцы бегали в Польшу, там они как-то своеобразно реагировали. Тут нечто подобное. Вы знаете, китайцы предпринимали 3 огромных вторжения в Джунгарию. Они потом и самого Амур-Сану посчитали ненужным, да, он пытался поднять против них восстание. Но вот если не утомлять радиослушателей фактами, в общем, за 3 похода, 1755, 56 и последний 1757 год, когда Джунгария была истреблена полностью, как писали современники, Джунгария была утоплена в крови. Второе название джунгаров, еще их называют ойрат, их ближайшие потомки это вот калмыки, это нынешние алтайцы, тюркоязычные республики Алтай. Но мы-то не будем забывать, что с китайской армией вместе с джунгарами бок о бок сражались и енисейские киргизы. Они понесли очень значительные потери, хотя были народом маленьким, небольшим, то есть сколько их тогда называли? 5000 кибиток, да? Некоторые говорили 15 тысяч кибиток. Это был небольшой народ. Когда китайцы зачищали вот эту Монголию и продвигались к Иртышу, они потом сомкнулись там с русскими владениями. В этот момент под этим давлением все живое, что могло, бросилось к русским городам спасаться. Это алтайцы, остатки джунгар. Но до города Усть-Каменогорск в 1957 году подскакал вестовой. Он постучался в ворота и сказал, что он кыргыз и он посланник. И он сказал, что он остался один, что 5000 кибиток уничтожено маньчжуро-китайской армией на Иртыше. То есть, вот смотрите, вышедшие в 1703 году люди просуществовали там более 50 лет в Монголии, служили джунгарскому хану и были уничтожены, физически истреблены китайско-маньчжурской армией. И он, по сути дела, остался один. Но потом подключились русские источники, потому что очень много киргизов, смотрите, за 50 лет сменилось 2 поколения. Они уже не родились на территории Хакасии, большинство из них, но они знали, что их родина, они говорили русским постам, которые их останавливали, что они идут на родину во владение своих князей, которые жили на Енисее и на Абакане. Они помнили, что они жили в этих местах. И есть у нас предположение о том, что один из этих отрядов возглавлялся уже старым 75-летним тем самым князем, который в 1703 году, за 53 года до этого, уводил кыргызов с Енисея. И он их же возвращал обратно. Это вот знаменитый Курбан-Кашка, его называли в Средней Азии. Он там прославился своей воинской доблестью. Уже ушло целых 2 поколения, но стремление вернуться на родину сохранилось очень сильно. И вот эти вот воспоминания, наверное, вот воплотились вот в этих песнях, которые есть у хакасов, у тувинцев, у алтайцев, что в какой бы долине ни раздавалась песня, она помнит киргизов, что где бы топор не рубил березу, это был топор киргизов. Там такая своеобразная поэтика. Вот эти воспоминания, они были живы. И люди выходили, действительно, они выходили к Усть-Каменогорску, выходили к Бийску, выходили к Кузнецку. Они просили отпустить их на родину. Вот это вот был такой момент трогательный, который нам должен запомниться как стремление к той родине, которую они когда-то утратили. Потому что мы должны ценить патриотические чувства людей. Да. И что, собственно, происходило с этими людьми? Вы знаете, они часто задерживались и отправлялись, как правило, в другие места, потому что русское правительство все-таки опасалось, что... Русское правительство тоже помнило киргизов. Да. Ведь и сменилось 2 поколения российских управленцев. Это уже была Российская империя, организована на западный манер. Там сразу запросили политологов и аналитиков того времени, те сразу ответили, что вот, вы знаете, с таким большим трудом мы избавились от этой проблемы 50 лет назад.
нам это нисколько не нужно. Многие были просто переданы, допустим, местным властям, тем же казахам, алтайским властям. Ну, с алтайцем там отдельная вообще история, даже о ней не так уж приятно рассказывать, потому что многие алтайцы, которые были также задержаны, они были отправлены в Калмыкию. Посмотрите, где Калмыкия, да, то есть Волга, да, и где Алтай. То есть они прошли через весь Казахстан, а очень многие погибли. То есть вот я хочу сказать, что середина 18 века, вот именно 57 год, когда было уничтожено государство джунгарское, это было время утрачивания физического и такого, знаете, мифологического наследия государства Чингисхана. На этом вот единство, то, которое связывало народы от Байкала и до Восточной Европы, оно и физически перестало существовать, и юридически. На этом было все закончено. Цинцам удалось окончательно решить кочевой вопрос. Как решить? Они возглавлялись кочевым народом, маньчжурами. Они, наверное, потому и умудрились это сделать. Да, маньчжуры просто утвердили свою гегемонию. Видите, в чем дело? Маньчжуры не считались потомками Чингисхана, их правителей. Для них это все было неважно. Они старались установить собственную гегемонию, установить правильные отношения с Россией и другими коллегами. Для нас, что характерно, что остались потомки вот этого, знаете какие? Вот этот предатель Амурсана неожиданно, знаете, кем стал, Андрей? Он стал богом. Вы знаете, что он умер от оспы, бежал когда в Россию. Он очень просил Россию помочь ему в китайской агрессии. Россия, ну, как бы по понятным причинам этого сделать не могла и не особенно стремилась. Казахи в этот момент тоже были не столь уж заинтересованы в том, чтобы исчезли их известные враги джунгары. То есть джунгары были не нужны никому. А Амурсана умер, заболев оспой, в городе Тобольске, и китайцы постоянно требовали выдать его тело для того, чтобы они его могли показать джунгарам и айротам, и алтайцам, и кыргызам, что вот их беглец, который поднял восстание против китайской власти, умер. Но надо отдать должное, что русские власти это тело не отдали. И родился миф, Андрей. А миф такой эсхатологический, что пройдет какое-то время, рано или поздно, знаете, как это датируется, что когда исчезнут полоски на хвосте у бурундука и так далее. То есть после дождичка в четверг, да, что называется, когда рак на горе свистнет, то тогда Амурсана вернется к своему народу и поднимет новое восстание и освободит их от власти китайцев. И Амурсана стал таким обожествляемым персонажем. Он стал таким небесным богатырем, и распространился этот образ Амурсаны особенно сильно у алтайцев, у монголов, и к хакасам он тоже попал. То есть у нас есть вот такие представления, что когда-то в конце мира, как страшный суд, появится вот этот блестящий правитель, и он вот поведет к светлому будущему. Вот когда началась русско-японская война, кстати, неожиданно эти слухи усиливались, и русское правительство постоянно опасалось, что такое Амурсана, все это вспомнили. Как казалось, память о нем прошла через века. Вот необычная история. А потомки кыргызов и Енисея остались. Конечно, часть из них и ранее, и после попала в Хакасию. Большая часть, захваченная китайцами в плен, была объявлена изменниками, и их в течение 3 лет гнали в сторону Маньчжурии. И они вот сейчас доживают свой век в уезде Фуюй, в 200 километров от города Харбин. Такая есть деревня бывших ссыльных поселенцев. Там живут монголы, алеты и кыргызы. Язык они почти полностью утратили. Они участвовали во всех китайских войнах, служили там в качестве воинов. Они участвовали в борьбе с японцами. Обнаружили их впервые японские ученые. Потому что вот эти вот кыргызы Китая оказались самым восточным тюркским народом. Японцы их с большим удовольствием изучали, и даже одного способного юношу забрали в Токийский университет. Он там учился и погиб в годы Второй мировой войны. Его убили японские националисты. Много вот этих кыргызских воинов погибло в борьбе с японцами. Как раз на стороне войск и коммунистов, и Гоминдана. Вот это вот такая вот история. Кое-что у них осталось, конечно. Для меня примечательный такой забавный факт, вот, который Виктор Яковлевич Бутанаев, наш этнограф, получил в экспедиции. Есть такое вот слово хакасское, сомнах, оно обозначает ложку. И оно встречается только у хакас. Встречается оно и у енисейских кыргызов, которые живут в Китае. Но там оно трансформировало свое значение. Они же там ложками не едят. Что там, как вы думаете, Андрей, обозначает сомнах? Ну, наверное, палочка. Палочки для еды, совершенно верно. Замечательно совершенно. Я-то вот все-таки, у нас уже немножко времени совсем осталось, да. Хотел бы сакцентировать внимание именно на окончательном решении степного вопроса. Еще раз об этом сказать, что впервые за всю историю Китая, за всю историю Центральной Азии оседлой цивилизации удалось настолько мощно, настолько серьезно нанести поражение степи, что фактически до настоящего момента, да, ведь ни численность не восстановлена, ни культура. Пожалуй, это единственный такой мощнейший удар. Китай всегда страдал от степи, Китай всегда, в нем страх перед степью теплился и, так сказать, и горел порой даже, и степь очень часто
место и практически всю его историю донимала Китай. И вот в 18 веке при помощи такого достаточно простого, но эффективного метода китайцам удалось освободить степь от своих врагов, степняков. Причем неважно, этническая принадлежность не имела никакого совершенно значения. Вы знаете, Андрей, вот это немножко генерализированы такие представления, потому что Китаем сам правили степняки и правили. Естественно, потому, наверное, им это и удалось. Дело в том, что все монголы перешли на службу маньчжурам. Джунгаров они уничтожали. Видите, они оставили в степи очень многие народы, но при этом уничтожали именно айратов. Мне кажется, это не была недальновидная политика, потому что... Станислав, вот давайте сейчас мы этот диспут оставим, почему у нас заканчивается время, у нас осталось буквально... только поэтому, да? Чуть-чуть, только поэтому. Мы можем его продолжить в рамках какой-нибудь другой передачи. Но я думаю, что завтра мы встретимся, поговорим о культуре, можем там, кстати, об этом тоже задать этот вопрос. И следующая передача, я думаю, что мы двинемся дальше на восток, и я подозреваю, что это будут, скорее всего, чукчи. Чукчи это очень увлекательно. Вы имеете в виду на следующей неделе? На следующей неделе, конечно, да, в следующий четверг будут чукчи. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания. Всего доброго.